Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. ИГИЛ возвращается в Пальмиру. Уже в ближайшие часы террористы могут вернуть под свой контроль древний город, где только что отпраздновали его освобождение. Бои идут всего в нескольких километрах. Авиаудары не помогают. Дело о взятках на $1 миллиард. Узбекские власти уговаривают Америку простить Гульнару Каримову, старшую дочь узбекского президента, и снять с нее обвинения в коррупции. А в соседнем Казахстане также старшая дочь президента Назарбаева Дарига оказалась замешана в скандале с отмыванием денег в офшорах. У людей украл, верни хоть часть. Кэмерон снова забыл про микрофон. Камеры случайно записали откровенный неформальный разговор британского премьера и королевы Елизаветы, в котором Дэвид Кэмерон назвал главных коррупционеров из числа мировых политиков. Нигерия и Афганистан, возможно, две самые коррумпированные в мире страны. Как потерять язык? В приграничной кыргызской деревне дети под влиянием узбекских телеканалов перестали употреблять родную речь и заговорили на узбекском. В качестве альтернативы есть только российское телевидение. Как-то я услышал из разговора детей слово «орман», что означает «лес» по-узбекски. Они просто не знают, что слово «лес» по-кыргызски звучит совсем по-иному. Концлагерь в отдельно взятом детском саду. В российском Красноярске воспитатели избивали и пытали детсадовцев младших групп и заставляли их в наказание за шалости мыть туалеты. Как можно вообще позволить себе такое? Полицейских и агентов больше, чем кинозвезд и зрителей. В Каннах в условиях беспрецедентных мер безопасности открылся 69-й кинофестиваль. Боевики ИГИЛ уже в ближайшие часы могут вернуть под свой контроль сирийскую Пальмиру. Как сообщают ливанские и сирийские СМИ, в данный момент передовые части террористов отбили у войск Асада населенный пункт Хаватима и находятся всего в 10 километрах от древнего города, который с большим трудом был отбит у исламского государства в апреле российскими и сирийскими спецподразделениями. Помимо атаки на Пальмиру, джихадистам удалось захватить два крупнейших сирийских газовых месторождения – Шаер и Махар. Сейчас идут ожесточенные бои за соседнее месторождение Джизаль, в ходе которого боевикам ИГИЛ удалось даже сбить боевой вертолет сирийских ВВС. Все три месторождения имеют стратегическое значение. Отсюда поступает газ на ТЭЦ в Хомсе и Дамаске, которые снабжают электроэнергией почти половину Сирии. Если исламистам удастся полностью захватить этот район, Сирия окажется обесточенной. Сирийская авиация интенсивно бомбит наступающие отряды джихадистов. По сирийскому телевидению звучат оптимистичные отчеты о количестве уничтоженной боевой техники наступающих частей ИГИЛ. Однако, как сообщает ливанская газета «Ас-Сафир», существенных результатов бомбежки не приносят, и наступление боевиков остановить не удается. Напомним, что всю прошлую неделю в Пальмире проходили разные культурные мероприятия в честь ее освобождения. В частности, на руинах города выступил симфонический оркестр Мариинского театра Санкт-Петербурга. Из многих стран мира в Пальмиру прибыли ученые для восстановления разрушенных террористами памятников мировой культуры. Российские саперы почти уже разминировали город, но сейчас ситуация может вновь измениться. Суд Нью-Йорка приостановил расследование уголовных дел, где в качестве обвиняемой фигурировала старшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара. Как сообщает сайт Фергана Ньюс, это произошло по просьбе американских властей, к которым, в свою очередь, обратился официальный Ташкент с просьбой внесудебно договориться о судьбе замороженных сотен миллионов долларов в рамках расследования коррупционных схем дочери узбекского лидера. Напомним, что речь идет почти о $1 миллиарде США, которые Гульнара Каримова получала в виде взяток от крупнейших мировых сотовых операторов за право работать на территории Узбекистана. Этот скандал развивался несколько лет. В результате американская юстиция возбудила сразу несколько уголовных дел в адрес Гульнары Каримовой. Ведущие американские СМИ, ссылаясь на неофициальные источники в суде, утверждают, что приостановка расследования является технической и не связана с просьбами узбекского правительства.
Старшая дочь другого центральноазиатского лидера Дарига Назарбаева оказалась замешана в отмывании денег через офшоры. Напомним, что 9 мая консорциум журналистов-расследователей опубликовал новый список владельцев офшорных компаний, среди которых оказались и родственники президента Казахстана. Дарига Назарбаева является вице-премьером казахстанского правительства и курирует социальную сферу. В одном из своих недавних выступлений она призвала казахстанцев, цитата, «иметь совесть, не надо жадничать, надо делиться, платить налоги и спать спокойно». И вот теперь выясняется, что сама Дарига Назарбаева может быть причастна к офшорным схемам ухода от налогов. А вот как отреагировали жители Алма-Аты на возможную теневую деятельность дочери президента Казахстана. В свою страну вкладывай. Сука, где богатился, там и людей корми. Давай им работу, строй заводы, фабрики. А если ты заныкал, смерть тебе. Спасибо. Потому что у людей украл, верни хоть часть. Крайне возмутительно, что деньги уходят, экономика страдает нашей страны. Правильно? Ну, я думаю, нельзя выводить из своей страны. Пусть работает на народ здесь, в Казахстане. Ну, а что мы сделаем? Мы что-то сможем предпринять? Я думаю, что ничего. Лично мое мнение, это очень плохо. Я думаю, деньги должны принадлежать народу. Ну, надо проверять. Как бы в интернете же много разной информации, да? То есть, если это действительно правда, ну тогда это чисто уголовщина. Мы, простой народ, что можем сделать? Они что, нас спрашивают? Мы только последнее узнаем, что творится, что делается. В Бишкеке противники законопроекта о некоммерческих организациях вышли на митинг. Правозащитники, гражданские активисты и члены НКО собрались у здания парламента Кыргызстана с требованием не принимать так называемый законопроект об иностранных агентах. В Кыргызстане действует несколько тысяч различных некоммерческих организаций, и принятие закона в его нынешней редакции может ограничить не только политические права, но и нанести определенный экономический ущерб. Дискриминация, она касается тех НКО, которые исследуют факты коррупции, борются с коррупцией, которые, значит, наблюдают за действием парламента, осуществляют парламентский контроль, да? Им это не нравится. Этот законопроект направлен на активных людей, которые живут и работают в 7 регионах страны. Поэтому он будет носить избирательный характер, он будет носить дискриминационный характер. Между тем, российские коллеги кыргызских парламентариев сегодня решили смягчить закон о российских НКО. Его применение привело к тому, что в России количество некоммерческих организаций сократилось в разы, и сейчас под угрозу поставлены такие важные сферы общественной деятельности, как меценатство и благотворительность. Проект кыргызского закона является калькой российского. Жители приграничного с Узбекистаном кыргызского села Мундус лишены местного теле- и радиовещания на государственном языке. Зато в поселке можно принимать почти 20 узбекских телеканалов. В результате молодое поколение сельчан теперь в совершенстве общается на языке соседнего государства и почти уже забыло язык родной. Джибек Бегалиева с подробностями. Узбекский Эляман специально не учил. На этом языке в деревне говорят почти все дети. У каждого свои любимые артисты, в длинном списке ни одного отечественного. Кыргызстанские каналы за 12 лет Эляман ни разу не смотрел, если не считать дальние поездки в город. Здесь, на границе с Узбекистаном, местное телевидение и радио вообще не транслируется. Узбекские каналы будут показывать, даже если взять и положить сюда антенну. Даже в машине их радио ловят на каждой частоте. Если была бы антенна, которая будет ловить наши каналы, я бы их втридорога купил. О том, что происходит в стране, в Мундузе узнают по старинке. Сарафанное радио здесь сбоев не дает. Может, оттого и пошла когда-то знаменитая на весь Кыргызстан байка о том, что если у школьника на границе спросить, кто президент республики, он ответит «Ислам Каримов». Наши дети сталкиваются с трудностями в изучении истории, потому что они смотрят узбекские каналы. Там показывают очень много передач и кино про историю, разные сериалы. Они просто путаются. Самые продвинутые пытались подключить цифровое телевидение, но даже бесплатные тюнеры, розданные правительством на границе, поймали лишь узбекские волны. Бакыт рассказывает, как после этого он пошел и купил параболическую антенну. Теперь в его доме смотрят лишь российские каналы.
Как-то я услышал из разговора детей слово «орман», что означает «лес» по-узбекски. Они просто не знают, что слово «лес» по-кыргызски звучит совсем по-иному. Лучше им учить русский, так они хотя бы смогут работать в России. Старшие дети Бакыта живут в городе. Возвращаться в село, так же, как их ровесники, они не хотят. Отец их, впрочем, и не уговаривает. Джибек Бегалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Джалалабадская область, Кыргызстан. Далее в программе. Кэмерон снова забыл про микрофон. Камеры случайно записали откровенно неформальный разговор британского премьера и королевы Елизаветы, в котором Дэвид Кэмерон назвал главных коррупционеров из числа мировых политиков. Нигерия и Афганистан, возможно, две самые коррумпированные в мире страны. Концлагерь в отдельно взятом детском саду. В российском Красноярске воспитатели избивали и пытали детсадовцев младших групп и заставляли их в наказание за шалости мыть туалеты. Как можно вообще позволить себе такое? Полицейских и агентов больше, чем кинозвезд и зрителей. В Каннах в условиях беспрецедентных мер безопасности открылся 69-й кинофестиваль. Глава британского правительства Дэвид Кэмерон опять вызвал международный скандал недипломатичными высказываниями в адрес глав государств других стран. Забыв о включенных поблизости камерах, премьер-министр во время неформального разговора с королевой Елизаветой II заявил, что Афганистан и Нигерия являются самыми коррумпированными государствами в мире. Высказавшись о странах, Кэмерон прошелся и по их президентам, подвергнув сомнению их честность. Добавим, что глав обоих государств Дэвид Кэмерон лично принимает в эти дни в Лондоне на антикоррупционном саммите. Мы сегодня провели очень успешную встречу Кабинета министров. Говорили о предстоящем антикоррупционном саммите. На самом деле в Британию приедут лидеры некоторых фантастически коррумпированных стран. Нигерия и Афганистан, возможно, две самые коррумпированные в мире страны. Вслед за Кэмероном недипломатичностью и прямотой отличилась и сама 90-летняя королева. Во время приема в Букингемском дворце ей была представлена офицер полиции Люси Дорси, которая отвечала за безопасность китайской делегации во время визита в Лондон в октябре прошлого года. Женщина-полицейский пожаловалась на ужасное поведение дипломатов. Затем свое мнение высказала и королевская особа. Не знаю, в курсе ли вы, но это было настоящее испытание для меня. Я знаю, они были очень грубы с нашим послом. В КНДР отметили окончание съезда правящей трудовой партии, который прошел впервые за 36 лет. В честь этого события на главной площади Пхеньяна был устроен масштабный парад. Участники марша размахивали цветами из розовой бумаги, разноцветными шариками и красными флагами правящей партии страны. Принимал парад лидер КНДР Ким Чен Ын. И хотя мероприятие планировалось как гражданское, на нем также показали макеты баллистических и космических ракет. Напомним, что во время проведения съезда мировое сообщество с тревогой ожидало, что Северная Корея проведет ядерные испытания, либо нанесет ракетный удар по одному из своих соседей. По крайней мере, это могло следовать из заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына. Однако испытания ракет прошли неудачно. А от подземного ядерного взрыва корейские власти, видимо, решили пока отказаться. Но, как видно на этих кадрах, даже без взрывов и пусков участников парада переполняет гордость за нацию и ее лидера. Я думаю, что 7-й съезд партии – это очень важное историческое событие. Он демонстрирует всему миру достоинство, мощь и величие партии. А назначение нашего глубоко уважаемого лидера на высший пост – это величайшая гордость и честь для нашей нации. В ходе 4-дневного съезда Ким Чен Ын, ранее занимавший пост первого секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, был единогласно избран ее председателем и представил 5-летний план развития страны. Он также заявил, что КНДР будет продолжать развивать свою атомную программу. При этом пообещал использовать ядерное оружие только для защиты от стран-агрессоров. В российских регионах продолжается так называемая оптимизация системы здравоохранения. Дальше всех реформаторы продвинулись на Урале. Там были почти полностью сокращены расходы на поликлиники малых городов и поселков. Екатерина Пономарева с подробностями. Деньги дают, а куда они деваются на здравоохранение-то? Ведь здравоохранение даже вообще нигде не говорят.
На этот вопрос у депутата областного парламента, что приехала в поселок Горный угомонить людей, ответа нет. Она предлагает создать инициативную группу по борьбе за больницу, собирать подписи и что-то там еще в рамках закона. Но диалог не складывается. Что вы поговорили и ушли? Нет, вы что? На этом все кончилось. У многих нету машины, многие там на копейки вообще буквально. Нет, это вообще, я считаю, это кощунство. Больницу в поселке оптимизировали понемногу. Теперь здесь есть только часть детского отделения. Дважды в неделю принимает терапевт, анализы берут по расписанию. За остальной помощью надо ехать в город за пару десятков километров. На автобусах, которые, к слову, тоже оптимизировали. И они стали ходить реже. Ехать к врачам, у которых из-за этого возрастает нагрузка. Я ведь жить тоже хочу лечиться. Было бы здесь физкабинет, все, я бы не поехала туда. Так здесь живут чуть больше 3000 человек. Когда появилась информация, что эту не совсем и больницу закроют, люди начали сбор подписей и устроили несогласованный митинг. Разгонять их полиция не стала. Здесь думают из чувства солидарности. Как только поднялся шум, здешние чиновники быстро переобулись. Сказали, пока в Горном все оставят как есть. Но с деньгами в стране напряженка, и обещать на будущее не могут. За что мы платим так же, как за дороги? Мы платим, дорог нет, и медицины тоже нет. Может, она есть, но работает под грифом «секретно». Ульяна Гуревич живет уж в городе Ревда. Он куда больше, чем поселок Горный, но оптимизирует и здесь, причем детскую поликлинику. Что не запись в карточке обоих ее детей, вклейка из частных больниц. Было такое, что прямо вот врач просто списывал, чем нас лечили. И Ульяна говорит, ей еще повезло. Есть возможность платить за приемы. А куда бежать с больным ребенком, если в кошельке пусто? Вот, например, сегодня ребенок заболел. Приходит врач, дает тебе талон направления на кровь. Приходишь брать на кровь, они тебе дают только на следующей неделе, в конце недели, грубо говоря. Но ребенок-то сейчас болеет. Родители уверены, что детскую поликлинику в Ревде, чтобы сэкономить, скоро объединят с гинекологией. Пока подтверждения этому нет. А недавно из Артемовского, это тоже небольшой город, пришло сообщение, что фельдшерам скорой за март не доплатили около трети зарплаты. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени. Смотрите далее. Концлагерь в отдельно взятом детском саду. В российском Красноярске воспитатели избивали и пытали детсадовцев младших групп и заставляли их в наказание за шалости мыть туалеты. Как можно вообще позволить себе такое? Полицейских и агентов больше, чем кинозвезд и зрителей. В Каннах в условиях беспрецедентных мер безопасности открылся 69-й кинофестиваль. В России, в Красноярске, сразу 2 воспитателям детских садов предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Выяснилось, что они избивали детей и за шалости наказывали их мытьем туалетов. О новых способах российского дошкольного воспитания в репортаже наших коллег. Этот детский сад за 220 миллионов рублей – гордость красноярских чиновников. Здесь есть бассейн, компьютерные и гимнастические залы, на крыше предусмотрен прогулочный дворик. Впрочем, это не гарантирует сказочного детства. Мама одного из воспитанников утверждает, ее сына заставили мыть унитазы. Ребенок якобы капризничал, поэтому воспитатель пустила в ход трудотерапию. И таких примеров, по рассказам родителей, немало. У нас тоже были конфликты с ней. Мелкие синячки, допустим, вот на местах. На ушках. Я говорю, Сережа, это что такое было? Она говорит, вот, она меня в угол так тащила. Она некоторых детей терпеть не может, это прям видно в ее поведении. А унижает прилюдно. Однако заведующая утверждает, ее учреждение вовсе не является садом строгого режима, а случай с мытьем унитазов всего лишь недоразумение. Ко мне обратилась с жалобой одна из родительниц на действия воспитателя, что якобы во время прогулки, сборов на прогулку, ребенок отказывался одеваться, и воспитатель предложила ему, если не хочешь одеваться, значит, можешь остаться с младшим воспитателем и убираться в группе, там, мыть полы в спальне и в туалете. Ребенок, я так понимаю, что воспринял это буквально и пошел в туалет. Но воспитатель пошла вслед за ребенком, и она сказала, я пошутила, иди собирайся. Отшутиться пытаются еще в одном детском саду Красноярска, где также по требованию родителей санкционирована проверка. Здесь расшалившийся ребенок уронил в унитаз туалетную бумагу. Воспитатель потребовала рулон достать. Открыто рассказывать о произошедшем на камеру родители отказываются, опасаясь, что обиду воспитатели выместят на детях. У детей шок, у них стресс, и они просто боятся сходить в туалет. Как воспитателям пришло в голову так наказывать детей, не понимают даже их коллеги. Причем как из муниципальных, так и частных садиков. Последние уверяют, дело не в зарплате. Она сейчас считается средней от 15 до 22 тысяч рублей и примерно одинаково по городу. Это достаточно случай действительно шокирующий.
Потому что, приходя на работу с детьми, как можно маленького ребенка вообще чем-то обидеть? Собственно говоря, родитель, отдавая ребенка в садик, понимает, что тут как раз будет замена и семьи, и мамы. 8 часов рабочий день проводя с ребенком, как можно вообще позволить себе такое? Я, конечно, шокирует такое. После жалоб и проверок воспитатель, заставлявшая ребенка мыть унитазы, уволилась по собственному желанию. В другом садике педагогу вынесли замечание и частично лишили зарплаты. При этом чиновники от образования признались, гарантировать стопроцентную безопасность детей они не могут. Главная надежда на самих родителей. Если у родителей есть информация о том, что педагог некорректно ведет себя, использует непедагогические методы воздействия на детей, такие педагоги не должны работать в дошкольном учреждении. И мы считаем, что эта информация не должна быть анонимная. Родители вправе обратиться как к заведующей дошкольного учреждения, так и в Главное управление образования с этой информацией. Тем временем в Красноярске расследуется новый случай, теперь уже в средней школе. Учителя физкультуры подозревают в избиении 14-летнего мальчика. Родители написали заявление в полицию. Марина Мышко, Сергей Чудинов. Настоящее время. Красноярск. В Стокгольме открылся музей 60-летней истории популярного музыкального конкурса «Евровидение». В нем представлены костюмы всех победителей песенного фестиваля. Юбилейное шоу состоится на следующей неделе. Подробности в репортаже «Рейтер». Музыкальному конкурсу Евровидения в этом году исполняется 60. По этому случаю в столице Швеции в музее группы Абба открылась грандиозная выставка. На ней представлены костюмы и обувь победителей разных лет. Здесь и наряд Кончиты Вурст, победительницы 2013 года из Австрии, Верки Сердючки, она представляла Украину в 2007, и Селин Дион, победительницы 88-го. Выставку открыл Бьорн Ульвиус, автор песен и участник шведской группы Абба. Она победила в конкурсе в 1974-м. Вспоминая историю музыкального шоу, Ульвиус отметил, многие песни, которые впервые были исполнены на конкурсе, впоследствии стали настоящими хитами. Шведская исполнительница Карола Хэквист участвовала в Евровидении 3 раза. В 1983-м она заняла на конкурсе 3-е место, в 1991-м победила, а в 2006-м была 5-е. Сегодня она вспоминает свои первые впечатления. Для меня выиграть конкурс Евровидения было чем-то очень значительным. В 1983-м мне было 16. Когда я только приехала в Мюнхен, то уже сразу почувствовала себя победительницей, потому что это был такой прорыв для меня. А когда я выиграла в 91-м, моя мечта сбылась. Теперь песню, с которой победила Хэквист, и еще почти 1500 хитов конкурса можно послушать на выставке. Здесь же можно проверить свои знания истории шоу. Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. А на французской ривьере открылся 69-й Каннский кинофестиваль. В этом году за главную награду «Золотую пальмовую ветвь» будет бороться 21 фильм. В конкурсной программе много громких имен: Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Шон Пенн. Мы совершенно счастливы. Мы отсмотрели 1800 картин. Сначала отобрали 50-60, а потом уже 21 фильм для конкурсной программы. Из того, что мы увидели, мы выбрали лучшее. И не просто лучшее. До сих пор рыдаю по тем картинам, которые мы не смогли взять на конкурс. Мы видели множество потрясающих работ. Кино сейчас в хорошей форме. Фестиваль продлится до 22 мая. В этом году он будет проходить при усиленных мерах безопасности. Франция после нападений в Париже в ноябре живет в режиме чрезвычайного положения. Журналисты шутливо сообщают из Канн, что на нынешнем фестивале полицейских и переодетых спецагентов служб безопасности больше, чем кинозвезд и зрителей вместе взятых. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.